إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد عباد الله وربы Аллаха. Большое количество аятов и хадисов, в которых есть предостережение для рабов от Всевышнего Аллаха в отношении целого ряда грехов. И содержится угроза, страшная угроза для тех, кто осмеливается совершать эти прегрешения. Сегодня мы с вами поговорим о 2 аятах и 3 хадисах. В этих аятах и хадисах упоминается 11 категорий людей, которые подпадают под следующее наказание, следующую угрозу от Всевышнего Создателя. Сказано, что Аллах Всевышний не будет говорить с ними в судный день, что Всевышний Аллах не очистит их, что Всевышний не взглянет на них, и что для них уготовано мучительное наказание. Аллах не будет говорить с ними, то есть не будет говорить с ними словом благосклонности. Это не будет речь довольства, им не будет речи довольства. Не похвалит их Аллах, не скажет ничего доброго о них в судный день. И Аллах не взглянет на них, то есть не взглянет на них взглядом милости, потому что иначе Аллах Всевышний, Он видит все, но не будет им взгляда милости от Всевышнего Аллаха. И ждет этих людей то, что не очистит их Аллах в судный день, и то, что будет для них кара мучительная, страдания мучительные. Все это, столько наказаний, 4 наказания, они указывают на то, что эти грехи, это не простые грехи. Если, может быть, и кому-то некоторые из них могут показаться незначительными. Сначала мы поговорим об аятах. Это 2 аята из книги Аллах Субхану ва Тааля. Всевышний говорит: «Инна аллазина яштаруна биахди Аллахи ва айманихим саманан калила, улаика ла халяка лахум фил ахира, ва ла юкаллимухум Аллах, ва ла янзуру илейхим яум аль-киямати, ва ла юзаккихим, ва лахум азабун алим». Поистине те, которые меняют завет с Аллахом и свои клятвы на малую цену, нет им доли в вечной жизни. И не будет говорить с ними Аллах, и не посмотрит на них в судный день, и для них мучительное наказание. Это первая категория людей. Те люди, которые заключают с Аллахом завет, что они будут веровать во Всевышнего, что они не будут Ему предавать ничего в сотоварищи, что они будут подчиняться Ему, Его Писанию, Сунне, Его посланника, а потом нарушают этот завет. Они нарушают свои заверения в отношении рабов Аллаха Субхану ва Тааля. Они нарушают свои клятвы. Им эти наказания. Вторая категория в следующем аяте. «Инна аллазина яктумуна ма анзал Аллаху миналь китаб, ва яштаруна бихи саманан калила, улаика ма якулуна фи бутунихим илля нар, ва ла юкаллимухум Аллаху яум аль-кияма, ва ла юзаккихим, ва лахум азабун алим». Поистине те, которые скрывают то, что не спаслал Аллах в Писании, и меняют это на малую цену, они поглощают лишь внутрь, в чрево свое, адский огонь, и не будет говорить с ними Аллах в судный день, и не очистит их, и им мучительное наказание. Это вторая категория людей. Кто это такие? Это те люди, которые скрывают то знание, которое они имеют из книги Аллаха или сунны пророка, алейхиссалату вассалам. Когда нужно открыть людям истину, они скрывают эту истину. Когда нужно опровергнуть какую-то ложь и заблуждение, они скрывают это. Они не делают этого. Они молчат там, где нужно открыть истину, донести до людей истину. Почему? Из-за какой-то мирской цели. Какие-то есть у них меркантильные интересы, может быть, боятся потерять расположение какого-то человека, боится, что не понравится это людям, что, может быть, над ним будут смеяться, он боится, или, может, должность боится потерять, или бизнес боится потерять, или еще что-то. Так вот, такого человека ждет вот эта кара, эти вещи. А остальные 9 грехов в 3 хадисах. 3 хадиса, в
каждом хадисе по 3. По 3 греха упоминается. 3 страшные тройки. Первая тройка, где сказано о вещах, за которые предусмотрено вот это вот мучительное наказание, страшное наказание в хадисе, которое приводит имам Муслим, от сподвижника пророка Абу Зарра. Абу Зар, ради Аллаху та'аля, сообщает, что однажды пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Салясатун, ла юкаллимхум Аллаху яум аль-кияма, ва ла янзуру илейхим, ва ла юзаккихим, ва лахум азабун алим». 3, с кем не будет разговаривать Аллах в судный день, и не взглянет на них, и не очистит их, и для них мучительное наказание. А потом опять сказал: 3, с кем не будет говорить Аллах в судный день, и не взглянет на них, и не очистит их, и мучительное наказание. А потом в 3 раз сказал: 3, с кем не будет говорить Аллах в судный день, и не взглянет на них, и не очистит их, и им мучительное наказание. 3 раза Абу Зар, когда услышал это, он испугался, и он воскликнул: кто это? Хабу ва хасиру. Эти потерпели неудачу, понесли урон. Кто эти люди, о посланник Аллаха? Он сказал: аль-мусбиль, валь-маннан, валь-мунаффик силь'атаху биль-хилиф казиб. Это аль-мусбиль, это аль-маннан, и это тот, который продвигает свой товар посредством лживой клятвы. Итак, это первая тройка. Первый человек мусбиль. Кто это такой? Это человек, который пострадал из-за того, что он нарушал установление Аллаха в отношении одежды. Из-за одеяния своего погибнет этот человек. Что именно? Что такое мусбиль? Мусбиль — это всякий человек, который надевает одежду ниже щиколоток, будь то халат какой-то, или рубаха, или брюки, какие-то штаны, или пальто, что угодно, то, что ниже щиколоток. И он ходит так надменно и высокомерно. Вот этому человеку угрожают вот эти вот виды наказания. А если человек утверждает, что он делает это не из-за высокомерия, а просто так опускает ниже, да, тогда мы не можем сказать, что для него эти 4 наказания, но это не значит, что он не совершает грех, он совершает грех. И это грех тоже страшный грех. Но за это другое наказание. Какое наказание? Если он говорит, что делает это не из-за высокомерия, а наказание такое, то, что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, что все, что ниже лодыжек, то эти места будут подвержены пытками, адским огнем. Все, что ниже лодыжек, щиколот, говорит пророк, алейхиссалату вассалям, в адском огне, да упасет Аллах субхану ва тааля. Вторая категория из этой первой тройки — это аль-маннан. Кто такой аль-маннан? Маннан, то есть попрекающий. Человек, который дает что-то другому, дает милостыню, или дает подарок, или где-то, может быть, ходатайствует за кого-то, у него есть какой-то авторитет или знакомство, или любой какой-то другой добрый поступок совершает, а потом начинает за это попрекать, потом начинает вспоминать это человеку, потом начинает требовать за это какой-то благодарности себе, или какой-то награды для себя, или какой-то похвалы в отношении себя. Это не называется сделать добро. Добрым поступком называется то, что содержит в себе 3 условия, говорит Ибн Аббас, ради Аллаху та'аля анхума. Добрый поступок — это то, что характеризуется 3 вещами. Первое — спешить. Ты, если видишь, что твой брат нуждается в чем-то, в какой-то помощи, должен спешить с этой помощью, а не медлить, раздумывать, помочь или нет. Второе — считать этот твой поступок неважным, незначительным. Не считать себе в сердце: вот я ему сделал такое добро. Считай это чем-то незначительным. А третье, после того, как ты сделал этот поступок, все, закрой, прикрой, так, как будто не было ничего, как будто ты не делал ничего, скрой это, а не попрекай. И Всевышний Аллах, Он в Коране описывает своих верующих рабов, говорит про них: وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. Эти верующие рабы, они кормят едой бедняка, сироту, пленника, в то время, когда сами нуждаются в этой еде. И они говорят: мы кормим вас только ради лика Аллаха. Мы не хотим от вас ни награды какой-то, ни благодарности.
То есть нам не нужно ни награда какая-то ваша, вознаграждение от вас, никакой благодарности от вас не нужно. И поэтому ученые говорят, всякий человек, который сделал какое-то добро, например, дал что-то бедняку, а потом просит у этого бедняка дуа, ничего не надо, ну сделай за меня дуа. Или ждет, что бедняк похвалит его где-то, все, он выходит. Выходит из числа тех, о ком Аллах говорит в этом аяте. Потому что Аллах говорит, они кормят и говорят, не хотим от вас ни вознаграждения, ни награды. И поэтому благочестивая Аиша, мать правоверных, она, рады Аллаху та'аля анха, известна была тем, что она очень много тратила на пути Аллаха субхану ва та'аля, раздавала милостыню. А она, когда посылала кому-то милостыню, посылала подарок, она говорила человеку, с которым посылала этот подарок или милостыню, она говорила, внимательно послушай, как они за нас помолятся, какое дуа они за нас сделают. Послушай, запомни, чтобы потом и мы могли за них такое же дуа сделать, также за них помолиться, чтобы награда наша была у Аллаха, на Аллахе, от Аллаха ждем, от них ничего не надо. Аллаху Акбар. И поэтому предшественники говорили, если тебе говорит человек, барак Аллаху фик, попросил он у тебя помощь, ты дал ему, и он сказал тебе, барак Аллаху фик, пусть Аллах тебе даст бараку, пусть Аллах даст тебе благодать, ответь ему обязательно, ва фика барак Аллах. И пусть тебе Аллах даст бараку. Если ты делаешь добро людям, значит тебе приказано делать это только ради Аллаха субхану ва та'аля, искренне, только ради Его лика. Не проси от людей ничего взамен, не проси награды, не проси благодарности, не жди похвалы, не жди от них и не проси от них дуа. Если он сделает сам дуа, альхамдулилля, но ты у него не требуй дуа. Вот это и есть религия ислам. Религия единобожия, когда ты делаешь все хорошее только ради лика Аллаха субхану ва та'аля. Это и есть ислам. Это и есть таухид. Тот таухид, то единобожие, с которым Всевышний Аллах направил всех пророков и посланников на эту землю, и кроме которого больше не принимает Аллах ничего от рабов в качестве религии. А третий человек вот в этой вот первой тройке, да упасет нас Аллах от того, чтобы оказаться в их числе, это человек, который продает что-то, и произносит ложную клятву какую-то, клянется Аллахом ложно. Для чего? Чтобы сбыть свой товар. Говорит, клянусь Аллахом, я сам купил этот товар по такой-то цене. Клянусь Аллахом, мне самому досталось так-то и так-то. И лжет, и клянется Аллахом. Для чего? Для того, чтобы продвигать свой товар, сбывать его. Вообще, в торговле, в торговых сделках клясться, это само по себе уже плохо. Даже если ты говоришь правду, но клясться при торговых сделках, делать Аллахом субхану ва та'аля предметом своего торга, это плохо. Поэтому пророк алейхиссалату вассалям сказал, клятва, она да, продвигает товар, но она лишает бараки, она лишает благодати. А если это еще клятва ложная, то тогда ждет человека вот это вот мучение, да упасет Аллах субхану ва та'аля. Это была первая тройка у рабы Аллаха. А вторая тройка из 3 хадисов. Абу Гурейра передает этот хадис от пророка алейхиссалату вассалям. Сказал он, трое, с кем не будет говорить Аллах в судный день, и не взглянет на него, и не очистит его, и ему мучительное наказание. Раджулун аля фадли ма'ин биль фалах ямнаху мин ибн сабиль. Это человек, который находится где-то в такой местности, где не живут люди, не населенной местности, и у него есть излишек воды, и он не дает эту воду путнику. وَرَجُلْ بَايَعَ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ لَهُ بِاللَّهِ لَأَخَذَ بِكَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ. А второй это человек, который что-то продал другому человеку после асра и поклялся Аллахом, что он сам купил это за такую-то, такую-то цену. И тот человек поверил ему, а на самом деле это не так. И третье. Раджулун бая имаман ла юбай'уху илля лиддунья. Фаин атаху минха вафа, ва илам ютихи минха лам яфи. А третий это человек, который дал присягу правителю мусульман
но сделал это только ради мирских целей. Если дает ему что-то правитель, тогда он соблюдает свою присягу, выполняет ее. А если не дает, то не выполняет ее. Вот это вот вторая тройка у рабы Аллаха. Первый в этой второй тройке человек, у которого есть излишек воды, где-то в какой-то местности ненаселенной, где нет какого-то поселения, у него есть излишек воды, у него есть колодец или еще что-то, какой-то источник воды, и путник просит у него воду, а он не дает эту воду. Его ждет вот эта вот кара. А если же у человека вода не в виде колодца или источника, а просто в какой-то емкости у него вода, но в сверхпотребности его, и проходит путник и просит у него, то если этот путник находится в крайнем положении, то тогда он тоже заслуживает вот этой вот угрозы. А второй человек здесь, о рабы Аллаха, в этой тройке, это человек, который продает товар, сказано, после асра, после на молитвы аср. Продает ее человеку и клянется Аллахом, что он сам купил этот товар по такой-то, такой-то цене, и при этом он лжет. А тот человек ему верит. Мы говорили с вами, продавать товар и клясться, давать ложные клятвы, это уже заслуживает такой кары. А еще страшнее, если это после намаза аср. Вот это время особое, потому что это то время, когда ангелы дневные сменяются ангелами ночными. То время, когда наши с вами деяния, совершенные за день, возносятся к Аллаху Субхану ва Тааля. В основном деяния мы совершаем когда? В основном совершаем их днем. То есть это поэтому самое главное время. Поэтому в это время осмелиться вот так вот клясться Аллахом и лгать, чтобы обмануть человека, это очень страшно. И поэтому в это время передано от сподвижников, от предшественников, что они, если хотели от кого-то получить какую-то клятву важную, они делали это после намаза аср, в мечети, у минбара, там, где был мусхаф. Возле мусхафа у минбара после намаза аср, чтобы человек почувствовал важность клятвы, которую он дает. И третий человек в этой тройке у рабы Аллаха, это человек, который дал присягу правителю. Дать присягу это не значит собственноручно дать ее самолично. Самолично дают только какие-то важные люди в мусульманской стране присягу правителю. Простые же люди, они в своем сердце должны, если есть мусульманские правители, должны давать ему присягу, уже считать, что они дали присягу. Так вот, если человек делает это ради дунья, и если что-то ему дает только, тогда он соблюдает присягу. А если не дают ему, тогда не соблюдает, то на него распространяется эта угроза. Потому что очень много хадисов, которые требуют от нас. Аллах Субхану ва Тааля через своего пророка приказывает это. Нравится нам это, не нравится, кому-то может быть это не нравится. Но это Аллах приказал так. Если даже правитель тебя лишает того, что тебе кажется, принадлежит тебе по праву, ты считаешь, ты должен проявлять терпение. Ты не имеешь права выходить из подчинения ему. Пророк, алейхиссалату вассалам, сказал, как передано в хадисе Ибн Аббаса. Пророк сказал, алейхиссалату вассалам, кто из вас со стороны своего правителя чего-то такое увидит, что ему не нравится, какое-то отношение к себе не нравится, ему пусть проявит терпение. Потому что тот, кто отойдет от единой мусульманской общины хотя бы на 5 и умрет в таком состоянии, тот умрет смертью невежества. И, наконец, третья тройка, о рабы Аллаха, от которой мы должны остерегаться. Третья тройка, говорит пророк, алейхиссалату вассалам, трое, с кем не будет говорить Аллах в судный день, и не взглянет на них, и не очистит их, и им мучительное наказание. Шейхун занин, ва маликун каззаб, ва аилун мустакбир. Шейхун занин, первое, это распутный старик. Распутный старик. Старик, который совершает прелюбодеяние, да упасет Аллах Субхану ва Тааля. Прелюбодеяние, у рабы Аллаха, зина, грех мерзкий, страшный для любого человека. Женщина это или мужчина, старик это или молодой. Но со стороны старика это страшнее. Почему? Да потому что у него уже нет страсти, нет того, что может толкнуть кого-то из молодых на это, да упасет Аллах Субхану ва Тааля. А раз он не имеет такой страсти, не имеет такой побудительной причины, все равно это делает, это указано на то, что нутро у него мерзкое и гнусное. А второй из этой тройки, это человек, говорит пророк, алейхиссалату вассалам, который является правителем, и он при этом лжет. Правитель. Полновластный человек.
которому незачем заискивать перед людьми, потому что он главный над ними, а он все равно лжет, раз он делает это указывает на то, что внутри у него есть большая проблема. И третье это высокомерный бедняк. Что толкает людей на высокомерие? Людей на высокомерие толкает, может быть, их богатство, а может быть, их знатность и должность, и высокое положение. А если у человека нет ни того, ни другого, и бедный он, и незнатный, и должности у него нет, но он при этом кичится, он надменный, высокомерный, не имея вообще совершенно никаких причин, которые толкали его к этому, значит, он внутри своей мерзок и отвратителен, и имеет черное сердце. Мы просим Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы Он наделил нас с вами и всех мусульман пониманием его религии, и соблюдением его шариата, исследованием сунне посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Акулу хазал кауль, вастагфируллах ли ва лакум.